Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. Давайте посмотрим, что с ним происходит из-за вас. Эмоции, чувства, переживания, решения, действия. Загадайте, пожалуйста, на мужчину в вашем сердце, в вашей голове. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие, обязательно откроется. Что с ним творится из-за вас? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, интересно. Так, вы мужчиной недовольны. Ну, либо он вас чем-то разочаровал. Поступками, поведением, отношением, подачей, экспрессией. Что-то произошло, вот вы прям надеялись, вы ждали, а он взял и не сделал. Либо наоборот, сделал как-то все наоборот. Я вижу, что вы разочарованы. Вы ждали от него большего, но, к сожалению, на это большее он не пошел. Да? У кого-то не большее, а меньшее получилось, а у кого-то вообще ничего не получилось. То есть мужчина вообще просто вот ничего не сделал, в ноль ушел. Недовольны, вы им недовольны, и у вас какие-то мысли, сомнения по поводу этого мужчины. Скорее всего, вы мужчину подозреваете в нечестности, в неверности, в несерьезности. Мои хорошие, здесь вышла буква М. Если вашего мужчину зовут на букву М, то вы все правильно подозреваете. Мужчина незрелый, не готовый. Мужчина очень боится брать на себя ответственность. То есть к вам он испытывает чувства, но страхи гораздо сильнее, чем он сам. Да? Незрелый тип личности. Это при условии, что вашего мужчину зовут на букву М. И ваша интуиция вас реально не подвела. Если вашего мужчину зовут на другие буквы, да, тогда вы ошибаетесь. Да. Здесь только на букву М мужчина с вашей стороны, и все, что вы про него думаете, понимаете, правда. Если зовут на другую букву, там немножко другое. Там мужчина в ступоре находится, потому что мужчина обалдел от силы чувств, которые он, оказывается, способен испытывать. С одной стороны, это его окрыляет, а с другой стороны, у него ступор идет, потому что он не знает, что это такое, с чем он столкнулся, как на это реагировать. У кого-то даже мужчина подозревает, что вы его привязали, приворожили, присушили, загипнотизировали в конце концов. И он такой, у меня разные женщины были, да, но чтоб такое, чтоб я только о ней думал 24/7, чтоб только к ней тянулся. Я ни на чем не могу концентрироваться, я вообще потерял интерес к своим увлечениям, хобби. Про все на свете забыл, только про нее могу думать. То есть он к вам супер привязан. И его это, с одной стороны, окрыляет, да, потому что это любовь, а с другой стороны, его это пугает. Он как бы теряет контроль над собой, контроль над жизнью. Мужчина, который, возможно, впервые в жизни столкнулся с такой любовью, как будто бы, знаете, волной накрыло, и он такой, все, где-то в водовороте оказался, в водовороте чувств. Мои хорошие, что с ним происходит из-за вас? В пограничном состоянии человек находится. Вот, знаете, состояние между жизнью и смертью. Пациент скорее жив, чем мертв, либо скорее мертв, чем жив. Вот такое вот у него состояние. Что с этим поделать, он не знает. Я так понимаю, только время поможет. Либо он привыкнет, либо мужчина, возможно, будет обращаться куда-то за помощью к специалистам. Психиатры, да, кто там, психологи, может быть, еще и эзотерики, да, пойдет приворот снимать. Что есть, то есть.
Смотрите, на самом деле, я сейчас вам скажу, вот как я вижу начало ваших отношений, только, пожалуйста, не обижайтесь. Ну, потому что это жизнь, и, конечно, возможно, вам не очень будет приятно это слышать, но это правда, да, это правда. Когда вы с этим мужчиной познакомились, да, вы ему очень понравились. Ну, прям привлекательная женщина, интересная, веселая, зажигалочка. Вы ему понравились, но он не был готов и не хотел, не искал, не рассчитывал иметь какие-то серьезные отношения, взаимоотношения. Все, что он хотел в тот момент, это хорошо и весело провести время. Но вы его чем-то задели, вы его чем-то зацепили. Вы для него показались какой-то вот прям, неземной, настолько загадочной, настолько непонятной. Вы как будто бы все шаблоны, все его установки просто разорвали в клочья. То есть я не могу сказать, что этот мужчина какой-то, в плане женщин сдержанный, да, что он там отшельник, что он там воздерживается, аскезы берет. Нет, он достаточно в этом плане свободный человек. И ничего плохого в этом он не видит. То есть он считает, что, это нормально, раз он мужчина, раз у него там между ног что-то болтается, то есть надо этим пользоваться, да. Вот. А там верность хранить, там серьезные отношения, я не хочу, я не готов, меня это не интересует. Может быть, когда-нибудь, может быть, там в следующей жизни. Вот. И с вами он тоже познакомился, потому что вы классная, вы симпатичная, вы очень притягательная. Он такой: классная девочка, проведу время. Но в процессе общения что-то такое произошло, что для вас это было что-то совершенно естественное, свойственное вам, да, а для него это разрыв сознания. И он прям, знаете, такой, не понял, что за девушка. Это что такое? Это что за отклонение от нормы? И вот в этот момент, вот прям как крючок, да, вы в него вдели свой первый крючок. Неосознанно, несознательно. Скорее всего, вы не преследовали никакой цели. Может быть, этот мужчина даже не сразу вам понравился. Может, вы просто были в одной компании, да, и вы такая думаете: ладно, просто пообщаемся, да, попробую себя поразвлекать благодаря этому мужчине. Вот. И вот после первой встречи, то есть после этого знакомства, встречи, этот мужчина, он не мог заснуть. Он все время думал о вас, вы ему представлялись, он пытался все разгадать, что вы за женщина. Может быть, вы играли какую-то роль, может быть, вы там на него глаз положили, может быть, это он на вас глаз положил. В общем, бессонная ночь. Вы его очень заинтересовали. И то, что он думал, как разовое событие, да, растянулось достаточно в долгую историю ваших взаимоотношений. Что с ним происходит? Он влюбляется, причем сначала он даже очень сильно сопротивлялся этой влюбленности. Смотрите, возможно, даже мужчина брал какие-то паузы, он мог пропадать, он мог даже на каких-то других женщин отвлекаться, но все равно его к вам тянуло. Он влюбляется. Это его пугает. У кого-то отыграется, что прям совсем не понимает, что с ним происходит, потому что там первый опыт, да, впервые с ним такое чувство сильное приключилось. И ему еще очень хочется именно, чтобы вы испытывали к нему такие же чувства, как он испытывает к вам. То есть если раньше чувства женщины его совершенно не заботили, ему было все равно, ему бы лишь бы там свое добиться, то теперь ему очень хочется прям обязательно, в обязательном порядке, чтобы вы тоже испытывали такие же чувства, какие он испытывает к вам. И желательно еще и сильнее, чем он испытывает к вам. Он с кем-то общается, вот может друг какой-то, не знаю, там брат, друг, кто там, мужчина рядом. И он говорит о своих переживаниях, они, я так понимаю, очень близки, либо они ничего не скрывают друг от друга. Он ему рассказывает о том, что с ним происходит. И, возможно, кстати, вот эту идею по поводу там приворота, либо гипноза, вот как раз-таки этот друг подкинул. Да, потому что друг, такой же, понимаете, такой же, который никогда не любил и не стремился к этому, который, женщин в своих интересах использует. Да, и, скорее всего, он ему подкинул эту шальную идею, что это приворот, либо что это гипноз. И мужчина такой: да, точно, да. Думать, что это любовь, нет. Думать, что это приворот, да. Мужская логика. Что еще я вижу, что с ним происходит? У мужчины какие-то
проблески желаний, связанных с тем, чтобы, ну вот не знаю, как семейность какая-то, быт, вот что-то такое идет там, приобрести жилье, либо там собственный дом, чтобы вы там хозяйничали, чтобы вы там его встречали, чтобы он там мог что-то делать, там приглашать гостей, там как-то проводить время, детей завести. Какие-то такие мысли у него стали появляться. Он сам себя уже не понимает. То есть если раньше он был такой вот прям жесткий холостяк, то теперь его вот прям потянуло на семейность, на оседлость. И он такой: да что со мной происходит, да что такое, меня испортили. Я теперь какой-то не такой, я бракованный. Ему даже стыдно про это говорить своему другу, потому что с другом такие темы вообще обсуждать нельзя. Друг 100% высмеет, да, как позорно. Но, видите, благодаря вам захотелось быть семейным. И еще, девочки, я вижу, что благодаря вам ему захотелось, не знаю, то ли денег больше, то ли карьеру. Захотелось вот чего-то добиться, чтобы вам, вот как вам это сказать, чтобы вы такая: о, молодец, да ты у меня умный, чтобы вы его то ли похвалили, то ли как похвастаться перед вами, чтобы вы им гордились, может быть. Ну, понятно, что вы все разные, и у мужчины тоже мотивы разные. Вот захотелось там больше заработать, либо получить выше должность, захотелось там, не знаю, более успешным стать. Почему-то важно в ваших глазах быть успешным, достойным, наверное, скорее не успешным, а достойным, чтобы вы им восхищались, доказать вам, что он ничем не хуже, чем вы, а даже, возможно, и лучше. Может быть, у вас хорошая карьера, может быть, вы очень успешная женщина. И он такой, чтобы грязь лицом не падать, такой: ну, мне нужно ей доказать, мне нужно ей показать, что я тоже могу. Раньше его как-то это особо не заботило. В принципе, ну да, деньги нужны были, там, чтобы погулять, повеселиться, удовлетворить свои какие-то потребности. Ну, как бы, чтобы быть управленцем, не знаю, там, ведущим специалистом, он был от этого далек. Скорее, он, наоборот, избегал какой-то дополнительной ответственности. Ну, потому что, да, это чревато. То есть меньше работать, больше получать. Вот так он хотел жить. А теперь ему хочется и больше работать, чтобы выслужиться, чтобы карьеру построить, да, чтобы быть уважаемым, респектабельным человеком. Не знаю, такое впечатление, что вы его заставляете взрослеть. Либо вы его заставляете под вашим влиянием, даже не заставляете, а под вашим влиянием этот мужчина из мальчика, из парня превращается в настоящего мужчину, в половозрелого мужчину, не знаю, как правильно сказать. Взрослее, да. Под вашим влиянием ему хочется повзрослеть, ему хочется скинуть с себя вот это вот все напускное, наверное, да, избавиться от этих детских пубертатных привычек. Этого хочется. Еще я вижу, что благодаря вам мужчина стал более какой-то сентиментальный, восприимчивый, да, сентиментальный. То есть если раньше он там на какие-то вещи совершенно внимания не обращал, а теперь он их везде видит. Ну, допустим, там, вы любите животных, и вы там мимо не пройдете, если где-то бездомное животное, там всегда остановитесь, там, не знаю, покормите, либо в ближайшем магазине купите что-то покушать, дадите. И мужчина тоже стал так делать. Вы там любите детей, да, если где-то красивые детки, ну, просто маленькие детки, вы всегда там умилялись. Теперь и он начал умиляться детям. Ну, то есть как передается что-то от вас, ему передается. Вы, кстати, очень положительно на него влияете. И если все так дальше продолжится, то этот мужчина, ну, действительно станет очень приятным человеком, действительно достойным вас и, в принципе, достойным представителем мужской линии. Не знаю, тут у вас как бы особо вариантов-то нет, да, потому что либо терпеть, либо помогать. К сожалению, мужчина, вот если вы его сейчас оставите, то он может опять откатиться в свое прошлое. Да, смело можно сказать, что благодаря вам он взрослеет. Взрослеет, умнеет, хочется развиваться, хочется выйти, да, выйти за рамки. И опять же, вот я вижу, что с другом, со своим, у него уже как меняется полярность. То есть если раньше они там друг друга с полуслова понимали, у них мысли сходились,
один подумал, другой сказал, то теперь уже они как бы по-разному начинают мыслить. И когда там другу хочется идти там, в ночной клуб, развлекаться там, по девочкам, то это такой говорит, нет, типа, без меня я не хочу, я не пойду. Либо он вообще уходит просто к вам на свидание, ну, потому что его не интересуют уже ни клубы, ни девочки. Его интересуете только вы. Что с ним происходит? Влюбляется. Все, он влюбляется. И с каждым днем он влюбляется все сильнее и сильнее. Да, это его пугает, да, его это страшит, но с другой стороны, это как магнит. Магнит, который вот прям начинает притягивать все сильнее и сильнее. Чем дальше он от вас отдаляется, тем сильнее его притягивает. Вот. Вы же тоже ведь к нему чувства испытываете. Вот смотрите, недовольны им, да, недовольны его поведением, его поступками. Но, тем не менее, вы же ждете, что он что-то будет делать. И знаете, девочки, тут еще такую подсказку вам дам, что с этим мужчиной нужно очень медленно продвигаться. Чем медленнее вы продвигаетесь, тем прочнее вы скрепляетесь. Мне еще идет, что вы все правильно делаете, то, что вы на него не давите. Да, на этого мужчину нельзя давить, иначе он очень сильно начнет сопротивляться. Даже в укор, в ущерб себе он может сопротивляться. У него какой-то дурной опыт был с этим давлением. Может быть, он, не знаю, в армии был, да, на него там давили. Может быть, семья очень сильно на него давила. Вот. Для него это как равно начинать сопротивляться. Да, давление ни в коем случае. А вы как-то мягкой силой на него воздействуете, вы его потихонечку на свою высоту подтягиваете. Вы его обучаете, вы его просвещаете. Ну, буквально, знаете, вот эта песня, да, слепила из того, что было, приблизительно о том же. Вы каждый день его усовершенствуете, либо под вашим чутким руководством он каждый день усовершенствуется. Хотелось бы, да, конечно, чтобы мужчина уже был готовый, да, готовый к отношениям, прям хороший, идеальный. Но, к сожалению, такое крайне редко случается. Вот не зря же там есть эта народная мудрость, что хороших кобелей еще щенками разбирают, да. Но буквально у вас вот как раз-таки и есть этот момент. У вас прекрасный щенок, из которого вы можете воспитать прекрасного и достойного мужчину. Звучит, конечно, грубо, но что-то в этом есть. Ну вот я вас вижу вместе, видите? Вот она, вы. Ну вы сами видите, да, его собачкой показали. Поэтому мне щенки вспомнились, да, эта поговорка вспомнилась. Вы стоите на ногах, вот она, преграда между вами, и вот он пытается эту преграду преодолеть. То есть, работая над собой, меняя себя, меняя свой характер, этот мужчина будет меняться. Хотя вот этот друг, который у него есть, он его, видите, буквально как за хвост оттягивает. Но опять же, хвост — это не самое главное. Главное, что вот мужчина эту преграду решил перескочить. Знаете, мне кажется, что этот мужчина еще вас удивит. И удивит не раз. И если там проводить параллели, что было до и что сейчас, уже как бы видно, что мужчина поменялся. А дальше будет больше. Просто не давите на него, проявите терпение. И если он вам не безразличен, просто дайте ему шанс повзрослеть. К сожалению, это не происходит в один момент, в одно мгновение. На это, конечно, нужно время. Но этого мужчину стоит подождать. Тем более он от вас уже становится зависим. То есть полная зависимость, тотальная зависимость от вас. Девочки, послушный муж вырастет из этого парня, из этого мужчины. Так что, если нравится, если чувствуете, что не потерянный, что готова ждать, дайте ему шанс. Но если вашего мужчину зовут на букву М, ну, как бы ничего там хорошего нет. Да? Мужчина просто не тот, за кого себя выдает, либо ваша интуиция вам четко описала, да, что это за персонаж. Лучше послушать свою интуицию и с человеком на букву М минимизировать свое общение. Не строить планов, ну, потому что может быть очень сильное разочарование. Это только если зовут на букву М. Если на другие буквы, вот будущее показано, будет преодолевать эту преграду и будет тянуться к вам. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.